Маленький джигит. Так называли героя Советского Союза, генерала-лейтенанта Красной Армии Виталия Ульянова и его друзья. Он внес большой вклад в развитие военно-патриотического воспитания. Сегодня в столице Северной Осетии открыли мемориальную доску прославленному военному. Почтить память героя пришли ветераны, пионеры, суворовцы. Я суворовец Северокавказского Суворовского военного училища, являюсь правопреемником традиций Орджоникидзевского ВОКу, который многие годы возглавлял генерал-лейтенант Ульянов. Могу заверить, что суворовцы нашего училища будут достойны славы героев. Мемориальную доску установили на фасаде дома, где жил Виталий Ульянов. После торжественной церемонии звучит гимн России и Осетии. Следом 3 оружейных залпа, как символ уважения к подвигу героя. Виталий Андреевич за короткое время нахождения в Осетии полюбила вся Осетия. Его знает все старшее поколение, органы власти, общественность. И он пользовался исключительным авторитетом не только у военнослужащих, но и у проживающих здесь, в Осетии. На площади перед Остинским театром выставили вооружение и военное обмундирование времен Великой Отечественной. Здесь же фотостенды, посвященные славному фронтовику. Его имя помнят многие. Он ушел на войну добровольцем. Свой главный подвиг в жизни он совершил еще будучи совсем мальчишкой. Ему было 18 лет при форсировании Днепра, за что он получил звание Героя Советского Союза. И он дважды форсировал Днепр, один на пятачке у 2 орудий. Держал позицию, пока подходили основные силы. После окончания войны он продолжил службу в армии. В 1945 году окончил Киевское училище самоходной артиллерии. В 1959-м военную академию бронетанковых войск. Потом 11 лет возглавлял Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное училище. Виталия Ульянова не стало осенью 2011 года. Ему было 86 лет. Дзраса Багаева, Яна Гагиева, Заурцеов, Осетия ТВ.